Упражнения на силу и выносливость, отработка ударов, бой с тенью. Юные боксеры из школы Олимпийского резерва тренируются так почти каждый день. После летних каникул нужно не только прийти в форму, но и хорошенько подготовиться к ответственному турниру. Шаг назад, 2. Пошел, раз, 3, раз, 2, 3. Хорошо. В команде юношей из Сыктывкара воспитанники детского дома имени Католикова. К боксу пришли благодаря секции при интернате, которая, к слову, выпустила целую плеяду спортсменов высокого уровня. В основном именно они боролись за золото в финальных поединках республиканского турнира. Виталик Дуплищев в боксе уже 5 лет и готов повторить успех старших товарищей. Турнир уже я вспомнил 3-й раз. Там очень соперники хорошие. Вот. И хочу победить. Московская и Архангельская области, Санкт-Петербург и впервые Узбекистан. Такого масштаба на региональных стартах еще не видели. Мы уже имеем опыт проведения достаточно серьезных соревнований. В прошлом году проводили первенство России по юниорам. Проводили сейчас совсем недавно Центральный совет «Динамо». Это, можно сказать, отбор к чемпионату страны. Организаторы очень постарались, все прошло на высшем уровне. И делегаты, которые были представлены от Федерации бокса России, очень высоко оценили возможности проведения здесь высоких турниров таких. Лучших ребят из Коми отберут для других соревнований. Многолетний опыт доказал. Участники первенства Католикова показывают высокие результаты и на первенстве Северо-Западного федерального округа. Организаторы из Москвы именно на таких региональных рингах ищут перспективных спортсменов для национальной сборной. Начинался республиканский турнир как юношеский. Участвовали ребята из Сыктывкара и близлежащих районов. Позже присоединились и взрослые спортсмены. А сегодня турнир дошел до международного уровня. Стартуют соревнования 26 сентября. А 29-го в финале, уверены организаторы, пройдут самые захватывающие и яркие поединки. Таисия Жакова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.